Испытано на себе. Женя, где мы стоим? Сказал бы по рации, я же на видео снимаю. Технологичность. Так, Руслан, вызывайте в Дубне, мы стоим в самом замечательном месте, в селе Березов. Вижу, пришли, белый флаг, двигаемся на него, бро. Принял, вижу. Принял, вижу, подъеду. Все, добрались. А как же ключи? Идут везде. Везде. Принятие, да? Да. Ну что, мы прибыли на лагерь. Сегодня по программе в 19:00 должна состояться развлекательная программа. Поэтому сегодняшний день был такой в виде, можно сказать, мини-марафона. Все на бегу. Ничего так толком не успел поснимать. Но в целом подъемы тяжеловатые для меня. Спуски веселые. В общем, интересно. Ветер, дождь и град тоже были. Вот. Но сейчас, соответственно, установил палатку. Зато хоть можно было заснять этот процесс. Потому что в первый день мы вообще в темноте приехали. Второй день как-то был тоже тяжеловатый. Третий день такой более-менее. Мы приехали где-то в 5:30, да, в 5:30 на лагерь. Вот, обратите внимание, друзья, вот это наши палатки, наш лагерь. А моя палатка стоит вот здесь. Так, ну если вы смотрите это в соцсетях, то у вас есть время написать в комментариях ваши догадки, почему моя палатка стоит дальше от всех остальных. Вот, ну а пока хотелось бы рассказать про вещи, которые я с собой везу. Ну, на самом деле у меня перегруз конкретный. То есть в целом решил взять стул, но на самом деле ни о чем не пожалел. Стульчик — это просто, не знаю, после тяжелого дня, когда ты крутишь педали, развернуть стульчики и посидеть на нем, поужинать — это милое дело. То есть я об этом вообще не жалею. Ну и в целом вот эта система, так как у меня мешок небольшой, 65 литров, пиковский. Вот эти два подсумка тоже хорошо себя показали. Здесь полностью ничего не надо открывать. Открыл, достал котелок. Тут кофе, газовый баллон, горелка. Все вмещается сюда. Здесь у меня были вот эти сандалии с неопреновыми носками. Ну, это так себе. Неопреновые носки как бы я не использовал. Ну, броды были не такие большие, как бы ходил в этих ботинках в первый день. Во второй день просто в шлепках ехал. И в конце, хорошо, что я их не снял, потому что в конце был перед лагерем небольшой брод. Вот. Сегодня они просушились в дороге, несмотря на дождь. Так, эти дождевики тоже использовал, которые взял. Хоть и, в принципе, можно было обойтись и без них. Дождик был не такой сильный. Ну и в целом, вот эта вещь тоже удобная. То есть у нее есть крепежки, которые, если не влезает в основную сумку, можно что-то легкое, вот, допустим, еда, там лежит какие-то галеты, мелочевка такая, не тяжелая. Можно снаружи повесить. Если место потом освобождается, можно переложить внутрь. Ну, в моем случае я их положил вместо сандаль. Такой гермомешок тоже в следующий раз обязательно возьму. Но очень удобно. Можно его как бы прессовать. И он у меня... Изначально он был в этой штанине, а спальник был справа. Но по ходу пьесы я их стал со спальником вместе класть в правую штанину, все вмещалось, и, соответственно, в левую у меня всякие там тушенка, консервы и вот эта мелочевка.
Ну, вот это, конечно, можно было бы соптимизировать. Но как-то так получилось. Сумка напоясная тоже. Рюкзак я принципиально не стал брать, чтобы чувствовал, что будет тяжело. Поэтому напоясную сумку вообще не чувствуешь. Ну и вот этот вот 3-литровый заменяет 2 1,5-литровые пластиковые бутылки. Тоже достаточно хорошая штука. Ну и, соответственно, у нас тут были родники, в основном очень чистая вода. Поэтому этим фильтром я особо не пользовался. Но пользовался, когда умывался. Повесил вот так. И водичка там капает. Сидишь, моешь руки, чистишь зубы. Удобно. Вот как-то так. Что тут еще? Ну, вот этот баул тоже хорошо себя показал. Здесь у меня поместилась эта палатка. Матрас 7-сантиметровый надувной. 2 дождевика. И мелочевку можно напихать, типа перчаток и так далее. Вот эта вещь тоже больше ничего мне не нужно, оказывается. Здесь литровая бутылка. Тут перекус. Внизу тоже перекус. Здесь телефон, который я просто выключил и особо не заряжал в дороге. Ну, как бы связь приходящая, уходящая там не особо нужна. И вот этот объемный кармашек. Здесь все еще полностью заряженный 30-тысячный пауэрбанк. В принципе, гаджеты вот эти, кроме если бы телефон заряжал, конечно, он бы уже, наверное, сидел бы на нем. А так 10-тысячник у меня полностью обеспечивает зарядку батарей на все 3 камеры и микрофоны. Рация порадовала. Ну, мы с ней как бы не особо на ней разговариваем, но я взял 2 батареи заряженные, до сих пор на одной, и еще, как видите, половина заряда. Ну, я думаю, может быть, на завтрашний день тоже хватит. А так, если что, есть запас. Ну, как-то вот так. В целом 1,5-литровая бутылка влазит. Здесь тряпочки, мусорка. Все. Так, ну и если вы, еще раз напомню, смотрите в соцсетях, то у вас было время написать комментарий, почему моя палатка стоит вдалеке от всех остальных. Дело в том, что, я так понимаю, в первую ночь я сразу сказал, что я храплю, и поставил чуть поодаль. Но, видимо, сказалось то, что, не так далеко, конечно, как сейчас, сказалось то, что все устали и просто вырубились. А вчера я прямо вместе со всеми поставил палатку, и некоторые люди не выспались, потому что я храпел. Вот, но сегодня перестраховались, я поставил вот здесь. Ну, в целом, сейчас у нас колка дров, подготовка к ужину и к развлекательной программе, которая будет для всего лагеря, для всех 150 человек велопробега. Так, люди, давайте активнее. Берем велосипеды, подходим сюда. Холодно, разогреемся немножко. Велосипеды без велоштанов. Подъезжаем на них сюда. Будет не очень сложно, доступно для любого желающего. Остальные, кто не хочет с велосипедами, могут в других конкурсах поучаствовать после. Но велосипедный — это самый первый. Мы же велосипедисты. Активнее! Вот, супер, отлично. Народ потянулся. Лизачки даже, товарищ, прикольно. Ну-ка, больше места. 1, 2, 3, начинаем! Болеем, друг за другом следим, кто коснулся ногой, выбывает, выходит из круга сразу же. Смотрим, так, явные победители. Человек тут явно чемпион по трикстенду. Даем не один, их 4, трое, так. Внимание, вот это накал страстей. Точнее нет, потому что это не динамика. Вот, обратите внимание, как это все круто проявилось. Их осталось 2, друзья, 2 человека. Кто из них победит? Держись! Он упадет! Опасный момент! Вот это да, это вообще, конечно, надолго, там, может, покушаем пока. Песня сейчас закончится. Вот победитель! Это
поздравляете человека, который второе место занял. Вы должны поздравлять победителя, вручаем ему приз! Ура! Аплодисменты всем участникам, потому что все молодцы, это действительно сложно, как вы видели. Огонь огоньский, респект, дружище. А, смотрите, он всего штанами был, так нечестно. Да не шучу, все нормально, супер, молодец. Ура! Так, это мы разогрелись, на самом деле убираем подальше велосипеды. Хорош, 25-й. 26. 26. Отлично похлопали претенденту. Следующий. 28. 29. 30. Держи, отдыхай, отдыхай. 31. Это опять новый рекорд. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Вот видите, красиво человек остановил на красивой круглой цифре. 39. Внимание! 42! Давай, открывайся! 50! Даешь 50! 43! Теперь давай! 44! Давай, давай, давай! 46! Красиво хочет на 50 закончить. Однозначно! Давай, 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 давай! 48! Красава! Красава! Давай, давай, давай! А теперь, внимание! Овации! Не приблизился! 51! Красавчик вообще зверь. 51, друзья! 25! 25! 25! 51! Еще один. 52! Еще раз! Хотя бы еще раз 5-6! Идите, беги хотя бы! Побил, нет, далеко! Побил, брат! Побил! 6, 20, 7. Так, это тренер, да, я так полагаю. Смотрите, у них командные сапоги. Итак, тренер выходит показать класс. Внимание, начали! Раз! О, у него техника другая, как? Гиревик? 21. Итак, Есть уже! внимание, аплодисменты. Первое смелое участие. Да, приготовились и начали! Опа! Приветствуем участников Джибути! А что у вас, матюгальников? Не просто, да, не просто. Понятно, конечно, да. Я думаю, что тут фигня занимаешься. Молодец! Молодец, да, видео не стало.
Итак, приготовились. Не, ну да, так, раз. Начали! Раз! Неплохо, двое. 3! 4! Вы только посмотрите! 5! Давай! 8! 52. Не смешите! 9! Друзья! Вау! Начали! Раз! Сказали, что можно. 25. Сколько там был рекорд? 25, друзья! Вау! 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 Приветствуем! Еще одну участницу дискуссии. Так, приготовились. Начали! Раз! Два. 3, 4. 5. 6. Молодец. 20! Да, это 19 еще было. 19 с половиной! Это хороший результат, конечно. Это просто аплодисменты, да, факт. Первый приз мы вручаем, конечно, нашему айронмену, который просто порвал всех. Где он, кстати? Вот он, так. Выходи на центр. Евгений, рубите приз. Это не приз, это Наташа. Давайте приз, обращайте, вы что? Вот он приз. Самому сильному мужчине. Так, хорошо, прекрасно. Поздравляем, аплодисменты. Это нереально круто было. Ура! Катерина, вручаю вам коврик, будете лежать на пляжу и загорать. Все. Прекрасно, замечательно. Видите, какие среди нас есть люди с сильными руками. Забираем велосипед. Кто прошел, переходит. Проходим под ламбаду, пожалуйста, проходим, не стесняемся, проходим. Так, смотрите, как размер назад. Поплыли, красавицы, поплыли, молодцы. Да, прекрасно. Видите, сразу на второй круг, кто прошел. Да, заходим снова. Массовый забег. Проходим. Вот, единственное, что пришлось. Может, пониже уже, опустим. Да, вы пускайте ниже, конечно, пацаны. Назад надо. Для тех, кто не понял правила, наклоняемся назад. Чему ракнулся? Отлично. Не, пацаны, вообще, ребята. Так, внимание. Прогнуться назад, ребята. Иногда нужно прогнуться, давай. Аплодисменты! Это было круто! Так, давай начали на носки надо снять. Это 2 миллиметра. А если не обрез, то где 4? Внимание! Приготовились, болеем! Красава! Да даже ниже, наверное, не прошли это. Ниже, да, по-моему, ниже. Вот. Вот Куда так вот, там всё. ниже? Вот вас двое. Итак, вот, смотрите, вот это в разгар. Это сейчас будет битва. Давай еще разок, да, это сложно, действительно, ребят. Левее чуть сдвинься. Нет, левее, весь левее. Здесь ниже. Итак, Все в ожидании чуда. нет, не берется этот рубеж никак. Так, все, выход, возможно, чемпиона. Если нет, то мы 2 приза подарим и тому, и другому. Это просто красиво было.
Так, я не понял, а почему, кстати, девушки-то выбыли? Да, я думаю, эти два человека заслужили какие-то призы. Две подушки! Специально, чтобы сегодня спалось как следует. Поздравляю, молодцы! Второй-то, прям супер. Подушка, поздравляю. Ну, а теперь, я думаю, все проголодались. Все-таки у нас ужин. И хочется пожелать всем замечательной сегодня ночи. Спасибо всем, что приняли участие в этом мероприятии. Спасибо всем за активность. Ну что ж, друзья, мы провели сейчас ряд конкурсов для велосипедистов. Это очень хорошо, потому что последние 3 года не было никаких конкурсов, не было никакой движухи. То есть люди просто приезжали, ну, общались, да, безусловно, для этого сделан и этот Первомай велосипедный, но тем не менее, когда в кругу друзей ты можешь показать свои силы, свою ловкость, свою какую-то особенную подготовку, это здорово. Вы видели, как болели люди, как они кричали, как они искренне радовались победителям. Мне кажется, все прошло замечательно, и сегодня мы не просто проехали какое-то определенное расстояние, отведенное на этот день, но и согрелись именно от эмоций, от нагрузки физической. Сейчас нас ждет. Уж видите, я даже охрип, потому что погода сегодня, ну, не жаркая, и приходилось кричать. Но главное, чтобы мы зарядили людей позитивом, чтобы всем это понравилось, чтобы все увидели, что на Первомаях велосипедных бывает не только лютая жесть в виде грязи, подъемов, каких-то лесных троп, но и неформальное общение, игры, конкурсы, развлечения. Вливайтесь в эти походы, друзья. У нас сегодня на завтрак гречка с тушенкой и кофе. Да, это классический туристический завтрак. Гречка с тушенкой, горячий кофе. Все быстро очень сварилось. Сейчас у нас еще будут овсяные печенье, кукуруза. В общем, завтрак сегодня будет такой, чтобы мы могли проехать без обеда до финиша. Ну, шучу. Перекус, конечно, у нас будет. Но сегодня у нас финальный день велопробега, друзья. 72 километра. Погода прекрасная. У нас будет, наверное, перекус, чтобы не готовить обед, не тратить время на обед. И по графику прибытия на место финиша, на место отправки 4 часа дня. Сейчас у нас 8. Через час торжественное построение финальное. Это нужно будет обязательно посетить. Это интереснейшее мероприятие. И к 4 мы должны быть уже на стоянке автобусов, где соберем велосипеды снова в чехлы. И поедем домой.
Давайте вначале, пацаны, потом... Ну что, ребята, готовы? Я так смотрю, что сами поняли, развернулись сразу. А? Я снимаю? Я думал избежать этой участи. Сейчас будет посвящение в первомайце. Видите, вот человека с камерой. Смог, это твоя камера? В полной программе. О, ничего себе. А зачем так больно по-настоящему? По-настоящему. Эти дурацкие. Я думал по одной покрышке. Вот какая хорошая. Ай-яй-яй. Надо было теплые штаны надеть. Где ваши памперсы? Ай-яй-яй. А теперь все готовы? На старт, внимание! Погнали! Это мой 5-й велопервомай. С каждым велопервомаем набираешься больше опыта. И впечатления всегда положительные, особенно после того, когда ты уже едешь домой. Этот по уровню сложности, наверное, был на 6, на 7, на 7. Из 10. Из 10. То есть вот этот, даже, ну, бывали такие, вот особенно прошлый год был тяжелый, да? Прошлый год был... Нет, прошлый год не был тяжелым. Был тяжелый Первомай. Это был, сейчас скажу, какой год, 2019 год, когда были такие факторы, как сильный ветер в лицо, непопутный ветер, когда были отрицательные ночные погодные условия, ну, отрицательная температура, это -8. Вот. Невозможно было спать в спальнике, всю ночь греешься у костра и потом без сил едешь. Не то, что едешь, а поднимаешься постоянно вверх, пешком, по соломе со снегом, вперемешку с грязью. То есть все это наматывается на колеса, через каждые 15 метров останавливаешься и выковыриваешь это все палочкой и идешь дальше. Вот такие были у нас испытания. Ну, можно сказать, что в этом году с погодой очень хорошо повезло. Прямо. В этом году с погодой не повезло, было скучно. Сильно хорошая погода была. Вот. Хотелось снега, хотелось побольше дождя, чтобы вымокнуть и потом у костра просохнуть. Но пришлось просто сухим сидеть у костра. То есть, вот впечатлило то, что ребята из Якутии имеют также огромный опыт. У девчонок спрашиваешь, да, мы первый раз везут с собой вот такие вот мешки и в гору тащат, и приезжают далеко, не в серединке где-то, а одни из первых. Молодцы, то есть... Ребята, мы всегда им рады. Спасибо вам, ребята, то, что вы приехали из Якутска, собрались силами. У вас организация вообще впечатляет. Вообще дружно идете. С вами шел бок о бок этот самый сложный перевал. Девчонки справлялись вообще на отлично. Молодцы, классная подготовка. Вообще супер. Приезжайте еще. Ребята, кто любит велотуризм и просто хочет проверить себя, приезжайте на Велопервомай. И вы узнаете, что это такое. Так, давайте посмотрим, что нам сегодня предстоит. Так, вот наш трек, вот это вот место ночевочки, 3-я стоянка. Сегодня у нас километраж относительно небольшой, это порядка 70, по-моему, километров. Перевальчик будет, смотрите, через 12 километров по прямой, то есть по факту через 15 примерно. Здесь вот населенный пункт мы видим. Вот он, смотрите, показан. Это точки, это отмеченные, например, продукты, родники, водоколонки. То есть разведчики и организаторы маршрута заморочились вот такими вот мелочами, чтобы можно было это все на карте найти. Двигаемся дальше по треку. Опс, простите, включился только интернет. Так. И финиш у нас вот такой вот замысловатый сегодня будет маршрут. Магазин, время работы магазина указано. Едем, едем, едем. Вот она, финишная точка на высоте 431 метр. Сегодня у нас примерно 70 с лишним километров. Вот так выглядит трек. Телецкое озеро рядом, да? Да, недалеко, кстати. Сильно мы его не увидим, но тем не менее оно рядышком. И справедливости ради хочу показать профиль вообще всего маршрута. Вот сегодня черная точка — это мы. Посмотрите, какие перевалы мы преодолели в первый, второй, третий день. Да, По сравнению с этим сегодня у нас, ну, просто
плоскач. Угу, это хорошо. Ну, есть моменты. Да, вот Перевальчик, один да. перевальчик у нас есть, но он ниже, чем все предыдущие, поэтому я думаю, что мы просто... самый первый. Вот, смотрите, вот это вот, Да. сравните, вот это вот. Это график моей тахикардии. Тахикардии в момент заезда в гору. Поэтому, я думаю, этого бояться сегодня точно не стоит. Ну, в целом у тебя, Женя, как? Вообще, да, я не первый раз, не второй и даже не пятый на этом Первомае. Это действительно один из лучших маршрутов. Он удобен для новичков, он не такой сложный, он не отпугивает людей. Как отметили раньше, действительно очень повезло с погодой. Солнечные дни были, комфортная температура, минимум осадков, минимум какого-то ветра встречного. То есть просто ехалось с комфортом. Все люди на позитиве, все очень классные ребята со всех городов. Мы много с кем пообщались, ехали рядом, обменивались впечатлениями. Я уверен, что всем понравилось. Думаю, что нашим ребятам понравилось. Кто знает, может быть, на следующий велопервомай мы наберем огромнейшую группу, способную конкурировать по численности с Томском, с Барнаулом и вот с такими сибирскими велосипедными городами. Покажем, что в Якутии кататься могут, любят и умеют. Вот, первый день у нас был очень сложным. Я думала развернуться и уйти. Но последующие, с каждым разом, когда у тебя вот новые достижения мини, появляется какая-то энергия. И последующие дни казались сказкой. И тут природа очень красивая, как вы видите. Это дает очень много силы. Поэтому я очень благодарна себе, что я пришла сюда. В Якутске ты на велосипеде часто ездишь? Нет, я только в этом году начала. Была зимой на Ледовом Клище. Это самое экстремальное у меня то, что было. И все. И просто физподготовка, что мне помогло. Угу. А какими еще видами спорта ты занимаешься? Я плаваю и бегаю. И вот пилатес утром. Вот так. Они сильно мне помогли. Так что занимайтесь спортом. Это для вас какой велопервомай? Первый. Вы Самый первый раз первый, да. едете? Ну, здорово. А то я у всех, кого спрашиваю, все опытные. Вот, очень бы хотелось... Били сильно сегодня. Да, кстати, меня тоже. Тоже первый раз. Ваши впечатления? Мои впечатления. Самый первый день был самый сложный. Я думала, куда я попала, зачем я согласилась. Но потом уже, когда все перевариваешь, когда уже справился, какую-то эйфорию ловишь, типа, классно все-таки было. То есть забываются эмоции плохие и остаются хорошие. То есть первый день действительно он такой нетипичный для велопоездок, да? Да, вообще нетипичный. А в целом вообще вот велосипедом сколько увлекаетесь? Ой, 3 года, наверное. Вот первое дальнее путешествие мы до Новосиба ехали. Вот, за 4 дня доехали. И вот это, считай, масштабное второе только. А вот, допустим, если вы будете участвовать в следующем году, что бы вы взяли с собой и что бы оставили? Больше пауэрбанков взяла бы. А так даже не знаю. В принципе, мы взяли все, что нужно, ничего лишнего. То есть хорошо, когда в команде есть опытные люди, кто уже конкретно список составляет и так далее. Да. Хорошо.
Ну, как говорится, велопервомай для кого-то это серьезное испытание, как для меня. Для кого-то это просто начало сезона для опытных велосипедистов. Но в любом случае, перед поездкой, конечно, я, чтобы быть уверенным, что все нормально со здоровьем, прошел диспансеризацию по полису обязательного медицинского страхования Сахамедстрах. Причем это не обязательно перед поездкой, это нужно делать ежегодно, ну, уже в моем возрасте. А так, конечно же, желательно проходить на обследование у специалистов, чтобы быть уверенным в своем здоровье, что здоровье, как говорится, не купишь. Вот, поэтому, друзья, если есть возможность, времени, конечно, мало, у нас всегда мы куда-то торопимся, спешим, но, тем не менее, нужно выделить день и пройти обследование. Причем работодатель обязан предоставить оплачиваемый отгул в этом случае. Так что диспансеризация по полису обязательного медицинского страхования Сахамедстрах, друзья, проходите периодически. Следите за своим здоровьем. Ну и будьте здоровы. Так, у нас очередное красивое место. Или это наши стоят? Ждут, что ли? Я думал, уже все в поселке. Слушай, я в первый раз еду. Впечатление, я тебе честно скажу, первый день думал, вообще все брошу. Просто вот сяду на какую-нибудь машину и уеду отсюда. Но нет, второй день вообще классный, третий день еще лучше. Вообще виды хорошие. Все классно, все потрясающе. Прям, и мне зашло, я бы вот посоветовал. Еще куда-нибудь съездить, попробовать это по себе. Прям шикарно. Мишаня вот уже не первый раз, да, Мишаня? Да, я думаю, что сюда можно было какую-нибудь рекламу вставить. Да, кстати. Раз все равно идет съемка. Это место для вашей рекламы. Да, что-то прорекламировать. Я третий раз еду. Как раз вот позвал Бориса, уже который год я его зову. И наконец-то получилось. И я, как всегда, в восторге. К тому же этот велопервомай был попроще, чем предыдущий. Я попадал в куда более сложные условия, суровые. Но поэтому все нравится. Пойдем в следующем году обязательно. Вас тоже зовем. Спасибо. Ожидаем. Все, давайте, приезжайте. Чем ближе становился финиш велопробега, тем сложнее мне было ехать. С удивлением я заметил, что ноги даже не собирались болеть, а вот руки... С непривычки они затекали, ныли, и периодическая встряска уже не помогала. Темп снизился значительно, но тут мимо меня проехала колонна велосипедистов, и, прикинув их темп, я понял, что смогу ехать за ними. В велосипедном спорте это называется пелотон, когда передний велосипедист берет на себя основное сопротивление воздуха, и каждый последующий участник двигается в воздушном кармане с минимальным сопротивлением. Может, со стороны это и не ощущается, но для меня это было сравнимо с тем, что я просто сел в такси и поехал, скоротав с ребятами несколько важных финишных километров. Так, мы сейчас подъезжаем уже к финишу, и у Жени на велокомпьютере показало, что общий пробег уже здесь у нас 300 километров только что был. Это с учетом аэропорта. Сейчас идем, я стараюсь держаться колеса, чтобы ветер меня не сдувал. Так, а впереди перевал. Так, надо залететь. Газуем? Газуем. Петя, молодец. Все, капсда. 1-1.
Так, Женя, я говорю, за нами никто не успел. Женя, ты, конечно, говорит, я поеду медленно. Ладно, заедем к поселку. Мои ноги. У меня до этого руки только болели и попа, а теперь все болит. Мышцы, да. Фу. Сейчас, подожди. Ты мне загораживаешься. Ой, опасно. Ура, Артыбаш. Фу. Ну что, мы это сделали. Фу. Это было сложно, но нам понравилось. Все, конечно, болит, но сейчас разобрать велосипед, сесть в автобус и ехать до Новосибирска в удобном, уютном кресле. Вело Первомай! Испытано на себе! Испытано на себе.